Давление иногда повышается при смене погоды, а так нет. Вы отмечаете, да? Да, С заболеванием легких есть проблемы? нет, с легкими тоже нет заболеваний. Всеобщая диспансеризация жителей региона продолжается уже второй месяц. Ларисе Исмурзиевой 36 лет. Девушка с момента совершеннолетия ни разу не пропускала медицинский осмотр. Свое здоровье считает важнее всего. Тем более сегодня есть возможность обойти всех специалистов за один день. Сейчас такой период, все болеют, бывают разные болезни. И ты ходишь и не замечаешь, что у тебя есть какие-то болячки. А при прохождении обязательно тебе врачи поставят, если есть у тебя диагноз, поставят диагноз какой-нибудь, если нет, то еще лучше. В общем, я рекомендую проходить обязательно. Алгоритм действий все тот же. Измеряет давление, рост, вес. Интересуется самочувствием. Следующий прием у окулиста, эндокринолога и невропатолога. Далее диагностика нарушения в работе сердечной мышцы, то есть УЗИ и ЭКГ. На обход всех врачей уходит не больше 20 минут. После этого их направляют уже к специалистам узкого профиля для дополнительного обследования. В зависимости от диагноза консультации проводит невролог, окулист, кардиолог, хирург и так далее. Также помимо этого проводит ЭХО-КГ, дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, спирометрию, тоже в зависимости от диагноза. Диспансеризацию обязаны проходить практически все. В возрасте от 18 до 39 лет она положена раз в 3 года. Лицам старше 40 ежегодно. Статистика показывает, из 100 осмотренных у 15% обнаруживают серьезные проблемы со здоровьем. Буквально на днях пациент пришел уже со слабостью в конечностях. В итоге выявился диабет, уровень сахара поднялся до 23,3. То есть впервые выявленный сахарный диабет, а там уже был кетоацидоз, то есть уже сложная форма. Поэтому желательно обращаться, проходить диспансеризацию каждый год. Основная цель диспансеризации – выявление скрытых на первый взгляд проблем, которые позже могут привести к тяжелым заболеваниям, среди которых онкология, различные болезни сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет. Медики уже не первый год твердят, всякий недуг легче предупредить, чем лечить. Согласно этому приказу, конечно, у нас в поликлинике участковой сетью организуются мероприятия, которым необходимо проводить эту диспансеризацию. Для этого готовятся в списке, готовится население, которое должно проходить, и участковые врачи согласно графику приглашают этих людей на диспансеризацию. Здоровье – это главный человеческий ресурс, и чтобы пользоваться им как можно дольше, необходим самоконтроль, говорят медики. Для того, чтобы пройти диспансеризацию, достаточно иметь на руках полис ОМС и паспорт. Хава Гагиева, Хамзат Халухоев, Новости 24.